часто мы опаздываем в этой жизни. Спешим, торопимся и все равно не успеваем. Не успеваем сказать человеку добрые слова. Не успеваем порадоваться вместе с ним, выслушать его. Не успеваем. Если говорить о человеке, о котором мы вспоминаем сегодня, то телевизионная передача о нем должна была появиться значительно раньше. Мы тоже не успели. И потому делаем это сегодня, в День памяти Бориса Максимовича Власова. И говорить о нем будут те, кто жил рядом с ним, кто любил его и кто, что самое главное, хранит память о нем. Вы с Борисом Максимовичем прожили более 30 лет, ведь, да? 35. Вот у нас 36 было бы на Новый год. Как вот он завоевал ваше сердце? О, знаете, это очень романтическая история. Когда я училась на 5 курсе, нас послали работать в Челябинскую область, на прорыв, так сказать, бросили. Там не хватало преподавателей иностранного языка, и вот меня послали в большое село, которое называлось Верхняя Санарка. Это в Челябинской области, недалеко от Пласта. И вот там, знаете, вместе со мной работал коллега из Челябинска, преподаватель физкультуры, который очень хотел уехать, потому что у него жена оставалась с ребенком в Челябинске, а тогда надо было строго отработать 2 года после получения диплома по направлению. И вот он договорился с Борисом, а Борис как раз тогда только что прибыл из армии, и он с ним договорился, что он его заменит. И даже, видимо, сказал так: ты ведь не по направлению, и в любое время придерешься к директору и уволишься. Скажи, первое впечатление, которое произвел Борис Максимович? Да кто его знает, какое было впечатление. Ну, Он ведь видный очень парень такой. да вот вы знаете, я как-то и не обратила на это внимания, видный он или не видный. Он приехал и спросил этого учителя. Я как раз стояла во дворе. И я сказала, что он в школе. Все, он поехал. Ну, я посмотрела, высокий молодой человек, это самое, направляется по направлению к школе. Большого внимания я не обратила. А когда мы стали работать, мне бросилось в глаза, он был очень деликатный человек, знаете, даже, пожалуй, застенчивый был молодой. И ужасно трудолюбивый, исполнительный до невероятности. И вот я там вела фотокружок в этой школе, и много ребят приходили в этот фотокружок. А местность замечательная, знаете, впервые я увидела, что такое золотая осень. Такие прекрасные стояли дни, погожие осенние, прозрачные, прямо теплые, с золотистым светом. И я все водила ребят фотографировать осенний лес. И он вызвался нас сопровождать. Он говорит: тоже хочу научиться фотографировать, еще не умею. И, значит, я его тоже записала в свой фотокружок. Мы были знакомы 2 месяца. И когда он мне предложил свою руку и сердце. Максимович очень надежный, наверное, был в жизни человек. Очень, знаете, очень. Я всю жизнь жила под ласковым крылом. Я бы не сказала, что у него был исключительно ровный характер. Нет, этот человек был взрывной, у него всякие были моменты, когда он с чем-то очень не соглашался. И я бы не сказала, что у нас здесь во всем было абсолютно единство. Ничего подобного. Единство и борьба противоположностей, вот это, наверное, единственный фактор, который толкает историю вперед, правильно ведь? Ну и нет, в целом, конечно, жить было очень интересно. А когда, значит, мы приехали сюда, у меня же 4 маленьких сестры было. И он стал для них таким ласковым братом. Мы всех сестер выучили, замуж поотдавали. И, в общем, знаете, они его, мы же давно без отца, и они к нему как к отцу относились. Он действительно в этом отношении был человек очень надежный. Это правда. И детей очень любил, а с внуками вообще прекрасно себя как-то это чувствовал. Вот фотографии есть, посмотрите, вот тут вот 2 малышей. Вот тоже в саду, так сказать, приучает внуков к работе. Вот вообще отец и дедушка отличаются между собой. Вот Борис Максимович чувствовалось это? По отношению? Да, чувствовалось. Каким образом? Вы знаете, пока он был отец, и у него были маленькие дети, мне кажется, он больше был тогда
занят работой как тренер. Наверное, становление происходило. И, видимо, вот эта вот золотая пора детей, когда им там от 3 до 5, это проскочило мимо него малозаметно. Зато потом, когда у нас были внуки, он на 200% наверстал это. Да. Воплотил, наверное, Да, все ага. упущенное, так? Вот это одна из самых первых фотографий. Вот мы в деревне, и, значит, это на Новый год как раз зимние каникулы. Мгм. Ирина Рашидовна, вот у Бориса Максимовича было очень много воспитанников, среди них очень много девочек. И я не ошибусь, если скажу, что девочки, конечно же, влюблялись в него. Ну а как же, это же естественно. Причем влюблялись по-настоящему, для них он был кумиром. Вот как это проходило, не болезненно ли? Я думаю, что не болезненно, потому что, знаете, ну, во-первых, я выше этого. Да. Ну, девочек я понимаю. В киноартистов и то влюбляются. Казалось бы, далекая вещь. Только на экране и видят, да? Нет, это свойственно юности. Нет, я никогда на это не обижалась. Мне нравились эти девочки. А то, что они были влюблены, ну, они же молоды. Ну, а вот по отношению, вот Борис Максимович, как вот это воспринимал? Знаете, он к этому очень мудро относился. Вот именно вот это вот. Он к этому очень мудро относился. Он их всех и ласкал, и баловал. Дети, дети, мои дети. Ведь как важно вот не поранить эту юную Нет, душу. нет, нет, ни в коем случае. Он никаких не позволял себе ни отталкиваний, ни насмешек, ни грубости. Вы знаете, я еще сама поражалась. Вот такая какая-то тончайшая грань, вот он ее безошибочно находил. Вообще вот на каких чувствах строились ваши отношения в семье? На взаимном доверии. И потом еще чувство, знаете, вот такой демократичности. Мы никогда не стояли друг у друга на дороге. Ни в коем случае. Если надо что сделать, всегда мы пользовались неограниченной свободой и доверием. И ни я никогда не посмела ни в чем ему, допустим, сделать что-то неприятное. Ну и он тоже. Нет, что он. Таких, я бы сказала, обостренных моментов в жизни. А еще в семье Власовых была такая добрая традиция. Ежегодно в конце августа, в день рождения Бориса Максимовича, собирались его бывшие воспитанники, ставшие затем коллегами и друзьями. О, самый горячий привет. Матушка моя, Саша, я всех перецелую сегодня. Раз, ночью целуемся все. Какая разница, я стою. Борис Максимович, на мужиках остановитесь, смотрите. Девчата, все эти самые одежки с Максимом классные. А ты мне вообще не нужен. Это не украшение. Эту традицию, значит, это было в 71 году. И с 71 года вот мы 27 раз ее проводили, эту встречу. Поначалу действительно, наверное, они рассматривали еще, когда были детьми, рассматривали это как совместное чаепитие, ну, в общем, вот такое увеселительное занятие, да. Когда они выросли и закончили спортшколу, и стали взрослее и мудрее, конечно, они стали рассматривать эти встречи, вы знаете, как вечера встречи. Вот настоящие вечера встречи. Им всегда казалось, что как будто бы вот вчера, позавчера они кончили спортшколу, и вот они снова в своей семье. И снова, вот знаете, как будто возвращаются в свою юность. И вот по той пленке, вот, которую я вам давала, там же чувствуется эта атмосфера. Да, семейная, именно семейная. Вы знаете, они с таким удовольствием всегда отчитывались, кто где работает, как в семье. И вот начиналось всегда с этого. Я очень сожалею, что в 97 году вот мы не сделали этой записи. Она еще более интересная была, чем в 96-м. Ну, вот, а в этом году записи тоже не было.
И сказали, что мол, мы с удовольствием встретимся, вот на следующий год было бы 60. И там хотели собрать грандиозное количество человек, и чтобы все приехали, и чтобы все встретились. И вполне возможно, что если не уместимся дома, то с выездом на природу, в общем, так. Ну, как видите, не все в наших руках. В тот день мы ведь даже не думали, что осталось ему жить всего одну ночь, правда? Это был обычный день, мы обычно всей семьей пили чай вечером. Мы совершенно об этом и не думали. А потом он сказал, что сегодня вам никакого кино, сегодня Бразилия играет или... Какой-то матч был, Да. И сегодня я занимаю телевизор, так что можете быть свободными. И вот видите, никак. А до этого, конечно, у нас была с ним такая мечта снова поехать в Крым. У нас же там живет сын, и у него тоже 2 мальчиков. И если вот эти 2 мальчиков, которые живут здесь, они постоянно с ним и выросли рядом, то тех мы видели редко, и, конечно, ему очень хотелось. Ну а так в целом, у него была мечта, что вот он поставит факультет, вот этот спортивный в институте, на большую высоту. Вот, значит, им отдали теперь в стадион. Они там порядки начали наводить. И я уверена, если бы он остался жив, он, конечно, там бы навел прекрасный порядок, чтобы там все было в норме, чтобы там все было как надо, чтобы там его ребята, вот теперешние, занимались. Я думаю, больших вот таких вот каких-то личных планов относительно себя или семьи у него не было. Жили мы нормально, хорошо. Знаете, больших таких коммерческих планов у него не было. То есть, как не вспомнить счастье, как здоровье, да, когда оно есть, его не замечаешь. Конечно. Нет, больше всего он, конечно, мечтал о каких-то новых успехах по работе. Ну и мы все с ним смеялись, что старший внук вот у нас большой стал такой и надевает дедушкины рубашки. И, значит, такой ростом большой, и лицом очень похож. Мы все смеялись, говорили, что вот доживем до Вадимкиной свадьбы, а там видно будет. Трудно сейчас вспоминать, говорить, потому что раны еще совсем свежие. Тяжело это все переживается. Смерть Бориса Максимовича стала неожиданность для многих. Но с ним связано больше половины моей жизни, поэтому мне много можно будет о чем рассказать. Вот. Впервые я встретился с Борисом Максимовичем 20 с лишним лет тому назад. В 1971 году пришел 15-летним пацаном к нему в спортивную школу и сразу влюбился в него, потому что это такой человек, которого не полюбить невозможно, нельзя. И остался в спортшколе, закончил 10 классов, выбрал профессию, конечно, только тренера, только такую, которая была у Бориса Максимовича. Закончил институт, пришел работать к нему, тут мы стали уже коллегами. Вначале я был его ученик, вот тут мы стали коллегами. Работать с ним было легко, интересно. Он, конечно, имел к тому времени уже богатый опыт, много учеников у него уже было, а я молодой, начинающий, горячий. Вот. Конечно, было много ошибок, но этот человек мог тактично, незаметно, как говорится, наставить на путь истинный. Вот. И особых проблем в этом плане не было. И кроме того, чему я научился у него, пока тренировался, значит, за годы работы с ним очень много почерпнул уже и как тренер, как преподаватель. Конечно, достичь того, чего он в своей жизни достиг, для меня это вершина, на которую, наверное, никогда не смогу подняться. Но, тем не менее, значит, всю жизнь старался хотя бы быть немножко похожим на него, работать так, как он. Судьба сложилась так, что мы с Борисом Максимовичем стали еще и родственниками. Наши жены, родные сестры. Ну, еще больше мы с ним сблизились. Дружиться, я не знаю, и так дружба была, по-моему, самая крепкая. Всегда считал, говорю, его своим вторым отцом,
потому что к тому времени, когда я с ним познакомился, у меня отца уже не было. Вот. И до последнего дня мы с ним были, ну, как отец и сын. Ну, можно сказать, что он был великий педагог, но не какими-то там наставлениями, нравоучениями, он просто личным примером. Ему, видимо, просто эмоциональная связь была очень такая сильная. Ну, по крайней мере, я про себя говорю. Я сразу же выбрала, конечно, профессию тренера. Сначала мне не удалось поступить. Конечно, после года занятий я 3 раза поступала, но я все-таки добилась своего. И поступила, пошла по стопам своего тренера. В жизни он для меня был учителем, другом, судьей, самым строгим. Ну, я не знаю, может быть, это, ну как сказать, субъективное мое мнение. Но вот, например, я могу рассказать такой случай. Мои родители были против того, чтобы я стала тренером. И вот когда я поступила, перед тем, как поехать туда, меня провожала вся спортивная школа. Ну и Борис Максимович, конечно, был. И вот родители, в общем-то, впервые с ним, мои родители познакомились. И когда пообщались они, значит, с мамой, с моей, Борис Максимович. И мама мне в конце концов сказала, говорит, да, если будешь ты такая хотя бы немножко, как Борис Максимович, то я согласна, чтобы ты была тренером. Моя встреча с ним произошла в 1973 году. Первый раз увидел в 7-й школе на уроке физкультуры. Он пришел, поговорил с преподавателем Сорокиным Васильевичем. И вот после этого он меня подозвал к себе и предложил, хочет заниматься в спортивной школе. Ну, тогда для города и тем более для меня была спортивная школа, это все. Туда было попасть очень сложно, практически невозможно, потому что были отборы, вступительные экзамены. Вот, а тут вдруг ни с того ни с сего меня приглашают там заниматься. Ну, естественно, я пошел, стал заниматься, увлекся, потому что не увлечься невозможно было с таким человеком. Он нас не отпускал практически, ну, никогда. Всегда мы были вместе, на тренировках. Тренер бегал вместе с нами. И вот, несмотря на то, что у него не было несколько занятий в течение дня, он постоянно с нами бегал. Все походы, в выходные дни, постоянно проводил с нами. По-моему, с семьей гораздо меньше было, чем с детьми. Нет, у меня тоже получилось такое, что я пошел по его стопам, потому что другого я как-то и не предполагал уже после этого. Хотя были предложения в другие институты, так как я уже в то время был из сборной Башкирии. Вот. Закончил физкультурный институт, стал также коллегой Борис Максимович. Ну и он для меня стал больше, чем коллега. Мы стали друзья, хорошие, близкие. Вот все мероприятия, самые такие памятные в моей жизни, это как свадьба моя, также свадьба дочери. Он был на этих мероприятиях у меня. О человеке судят по тому, какая память остается после него. Работая над передачей, мы убедились в том, что Бориса Максимовича Власова помнят и любят очень многие люди. Конечно же, невозможно рассказать о человеке все в 20-минутной передаче, тем более о таком ярком, каким был Борис Максимович. Один классик как-то сказал, кто жил так, что его память свято сохраняется в душах людей, которых он любил, тот сделал свое дело для продолжения своего существования и после смерти.